Вы смотрите программу «Между тем». Я Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. 29 октября Российская Федерация остановила участие в реализации зерновой сделки. Об этом сообщили Минобороны страны, указав в качестве причины атаку украинских беспилотников на корабли Черноморского флота, совершенную при участии специалистов из Великобритании в этот же день. Подписание сделки состоялось 22 июля во дворце Долмабахче. Соглашение, которое предусматривало создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Южного, Москва и Киев заключили отдельно. Каждая сторона подписали документ с Турцией и ООН. Срок действия соглашения составлял 120 дней, но при этом допускалась возможность ее продления. Кроме того, Российская Федерация и ООН заключили в Стамбуле меморандум о содействии продвижения российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия этих договоренностей составлял 3 года. Но, похоже, с этим Россию ввели в заблуждение. Выполнение этих условий сделки не наблюдалось. Позже с заявлениями выступил МИД Российской Федерации. В дипломатическом ведомстве объяснили, что в связи с действиями украинских вооруженных сил российская сторона более не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в Черноморской инициативе, и поэтому приостанавливает ее реализацию на неопределенный срок. Соответствующие указания переданы представителям России в совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия. Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал исключить Россию из G20. По его мнению, решение о приостановке участия в зерновой сделке может усугубить ситуацию с голодом на нескольких континентах, и поэтому Российской Федерации не место в двадцатке. Тем не менее, как раз украинская сторона делает все, чтобы страшными методами напоминать о себе, заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе, написала она в своем телеграм. Также дипломат подчеркнула, что Москва намерена привлечь внимание мирового сообщества к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях. Где? В ООН, разумеется.